Всем привет! Решил записать отдельное видео не в формате лекции, а скорее в формате прочтения того, что уже написано, потому что я снова это не воспроизведу. Но я решил, что будет полезно, потому что мне бы было это полезно, если бы я не владел этими навыками, и было бы полезно посмотреть, как они работают. Поэтому я сегодня записал такую маленькую мини размышлялку о том, как я пришел к каким-то выводам. Ну вот примерно такой у нас был изначально битшит, на нем мы закончили прошлую лекцию. Ну, плюс-минус, вот он такой вот и был. И когда я сел разбираться, я начал задавать все вопросы. Сейчас попробую вам показать, как я на них отвечал. Вот такие у меня было 4 вопроса. Когда героиня уезжает в город? В каком возрасте она потеряла брата? Важный вопрос. Какая ее обычная жизнь? У героини паранойя, депрессия, тревожное расстройство. Что происходит с паранойей героини, когда она получает сообщение от отца? И шире драматургия ее паранойи. Раз уж мы решили, что она есть. И 4-й вопрос, наверное, самый был сложный. И в то же время, с которого, наверное, я по сути и начал, потому что, когда я думал, я начал с этого вопроса. Я начал задавать себе спрашивать, как так вышло, что люди погибают, нет полиции, ничего не приезжает. Как понять? Я буду в хронологическом порядке рассказывать. Вопрос-ответ. Сколько лет героиня живет в городе и чем она занимается? Значит, по лепестку персонажа мы знаем, что она скромная, праведная девушка, и ей 28 лет. Я решил, что она не могла сбежать раньше 18, и, скорее всего, сбежала при первой возможности. По сути, получается, что ее потерял брат, когда ей было 12-18. Раньше совсем, еще ребенок. Позже совсем уже взрослый. Поэтому я, когда решал этот вопрос, задал себе их два. Если ей 13-14, то что? Как это влияет на историю? Она еще ребенок, она ответственная. Ей поручают следить за братом. Она с детства была ответственной, сдержанной. То есть мы ее узнаем. И правильной. Из-за чего подвела, чувствует вину. В этом варианте больше жалости, несправедливо осуждена. Мне показалось, что это скорее драма. А если 15-16, когда она потеряла брата, девушка-подросток, она протестует, ревнует, возможно, кстати. Ревнует. Ее брат и мать могут продолжать воспринимать ее как девочку-бунтарку, которая продолжает со всеми спорить, лезть не в свое дело. Уже в истории. Она стала сдержанной и правильной, потому что ей пришлось жить в чужом городе, работать, обеспечивать себя. То есть мы ее сначала не узнаем. Быть совершенно одной. Так, надо скрыть эту херню. Значит, скрыть. Да, быть совершенно одной в этом варианте больше конфликта. Значит, когда у меня встает вопрос какой-нибудь, например, возраст там или род занятий, я задаю себе вопрос всегда какой, где больше конфликта? Либо конфликта, либо если вы пишете, какой-то жанр, мнение драматичное, где он больше в жанре? В общем, мне показалось, что «Блудная дочь», которая не принимается за прошлых ошибок, это жанр ужасов как раз. Хоррор. Плюс, что бы она ни делала, она только провоцирует конфликт. То есть здесь она, получается, все вокруг против нее, потому что она не виновата, и это очень несправедливо и не круто. Здесь она все-таки, наверное, виновата. То есть здесь больше есть ощущение того, что она причем, если она девушка-подросток и бунтует, протестует, ревнует, она, кажется, полезет. Больше. Здесь она по незнанию просто залезла, да? Здесь она залезла, потому что, ой, да идите вы нахер со своими правилами. Это более драматично, по-моему. Поэтому я решил сделать, что она потеряла его в 15-16 лет.
Ну, про обычную жизнь тут особых ну, мыслей не было, вот можете почитать. Съемная квартира, работа, с которой могут в любой момент. Ну, я называю ее колл-центр. Ну, не обязательно колл-центр. Я так и не понимаю, пока не понимаю, как это вообще может сыграть. Бетонная коробка, никакой живности. Может быть, у нее какие-то отношения с собачкой какой-то, деревни, собаки, удмурты. Сажать цветы, но они вянут. Вот такая идея родилась. Отдушина, что она хорошо с ними обращается. Обращается. И тогда они вянут, и тогда они вянут после знака отца, потому что она так рада. Ну, или они всегда вянут. По-моему, что они хорошо растут, а после этого вянут, это хорошая деталь. Мне кажется, что она интереснее. Чем если они все время цветы вянут, тогда просто депрессуха одна сплошная. Ходят прессуны, не могут просить с братом. Ну, тут все понятно. Ну и вот главный вопрос. Нет, не главный. Один из главных вопросов, ну, за счет которого я, ответив на него, смог простроить довольно много в истории. У героини паранойя, когда получает сообщение от отца. Что происходит дальше? У нее тревожное расстройство, нужна драматургия. Драматургия это что такое? Мы уже разбирали это, когда было хорошо, стало плохо или еще лучше. Было плохо, стало хуже или хорошо, или лучше. Ну, то есть, когда есть перемена, когда есть кривая. Начало депрессия, тревога, отец пишет, ну, тут просто логика какая. Начало депрессии, тревога, отец пишет, тревога проходит, все становится хорошо. Ну, то есть, получается, что если у него сначала депрессия, типа, отец пишет, еще хуже становится, ну, как-то странно. Мне кажется, что все стало хорошо. Все хорошо, приезжает в деревню, начинается тревога, да? Ну, потому что там кто-то пропадает. Все становится хуже. Отец умер, это тут не сказывается, потому что это горе, а не страх. А вот отец начинает ходить, и вот здесь у меня возник вопрос. У нас сейчас все стало немножко хуже, чем хорошо. Значит, все становится... Отец начинает ходить, все становится лучше, любимый папа вернулся. Или это ужас, труп ходит, паранойя в квадрате. Я попробовал... Я не мог ответить на этот вопрос. Поэтому я попытался простроить следующую сцену по сюжету. А там было осмысление с помощью родных. И вот я решил посмотреть, что получится. Если все стало лучше, любимый папа вернулся. Любимый папа вернулся, значит что? Значит, осмысление, труп ходит, паранойя в квадрате. Либо все стало хуже, труп ходит, паранойя в квадрате. Труп ходит, а нет, это же любимый папа. И я подумал, что второй вариант лучше. Поэтому я выбрал, что когда впервые отец появляется, она пугается, паранойя в квадрате. Но потом, на следующий день, мать и брат убеждают ее, что это хорошо или хотя бы нормально. Значит, любимый папа ходит, вот мы сюда пришли, это следующий этап. Героиня пытается наладить контакт с любимым папой, но для тебя это опасно. Соответственно, любимый папа ходит, это хорошо. Тревога нарастает, умирает любовный интерес, плохо. Деревенский закапывает это, чтобы не ходил, и становится еще хуже. Героиня пробуждает отца, отчаянная попытка избавиться от тревоги, и все становится хорошо на какой-то момент. Обязательный момент должен быть, когда все стало хорошо, потому что это драматургически классно и драматично. Кажется, все плохое позади, папа снова рядом. И усугубление второго акта. Героиня погружается в ад, своя паранойя, плюс мистика, плюс страх за близких, плюс сад дома. Здесь уже идет одно сплошное нарастание. Плохо, хуже, 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 хуже. И вот он дает бой антагониста, и бояться нечего, все стало хорошо. И вот что я придумал по поводу исчезновения. Я решил, что будет прикольно, если от нее останутся какие-то части тела. Ну, я подумал, перебрав разные, я подумал, что это должны быть пальцы. Но какой палец остается? Все пальцы, один палец. Я решил, что пусть будет один палец. Если это будет большой палец, ну, это забавно. Указательные можно показывать. Ну, то есть здесь я просто перебрал варианты, какой может быть. 5 пальцев всего легко перебрать. Значит, можно на кого-то показывать, как в этом ужастике, где обезьянка показывала. Средний это факт, ну, это сразу минус. Вот, мизинец отрубали в древних обществах во время инициации. Это довольно интересно. Вот, но я остановился на безымянном. Почему? Потому что пропал безымянный младший брат.
потому что кольцо любовного интереса, которое он снимает героине, тоже на безымянном пальце. И, ну, плюс палец полисмурт, довольно забавное созвучие, которое может нам помочь в пиаре, кстати. Если не вспомнит о чем, это что-то палец мурт, ну и хер с ним, пусть так запомнят. Лучше так, чем вообще никак. Забирает только то, у чего нет имени. Вот это очень прикольная мысль, которая меня очень зацепила, потому что я подумал, что в конце, в кульминации, героиня обретает свое имя настоящее и вместе с ней силу, чтобы победить антагониста. Ну, то есть завязка на безымянность. Все, что безымянное, может забрать герой. Единственное, что как бы он забирает все, кроме безымянного, на самом-то деле безымянно стреляет. Ну, в общем, здесь такой интересный момент, и я бы оставлял безымянный пальцы. Ну, то есть пропадают люди, от них отрубленный палец остается. Это жутенько, но в то же время не супер жутко, и это довольно, в нашей мифологии. Ну и объяснение научное в том, что для мифологического сознания знание имени является залогом обладания субъектом, способом постижения его сути и подчинения его своей воле. То есть, у чего нет имени, то тебе не подчиняется. Вот такое объяснение, почему он оставляет большой палец, безымянный палец. У него нет имени, потому что. И брата тоже, соответственно, забирает, тоже имени нет. И над героиней имеет власть до тех пор, пока она свое имя не обретает. Я понимаю, что это немножко хаотично, но здесь можно поиграться, здесь можно с этим поработать и, опять же, продвинуть нашу удмуртскую любимую мифологию и вокруг этого как-то завязать. Ну и плюс, по-моему, палец полисмурт — это хорошее созвучие. Ну, то есть сложно там запомнить, кто там получеловек, а легко запомнить чувак, который пальцы отрубает. Вот, знаете, как в этом, в Channel Zero, там зубки, зубы детские. Значит, ну и вот, в итоге у меня получился вот такой битшит. Ну, я зачитаю для себя, вы захотите, промотайте. Героиня в подростковом возрасте нарушает табу и становится причиной исчезновения своего брата. Флэшбэк. За кадром героиня, отец замыкает в себе по поводу происшествия в лесу. Героиня уезжает в город. День 1. Я все распределяю по дням. Это важно. Обычный день героини. После 10 лет неуспешного выживания в городе психолог убеждает, что отец делит с героиней эту вину, но целиком за него отмечает. Героиня паранойя, героине приходит сообщение от отца. Героине становится легче, на подъем чувств, она не торопится приехать, потому что дышит полной грудью. Вот здесь я специально это выделил в отдельный бит, потому что она все пытается делать правильно, и поэтому затягивает время до поездки. Покупает какие-то подарки, может быть, это довольно интересно. Потом можно с этими деталями поиграться. Героиня едет домой. Героиня добирается до области и сталкивается с экспедицией Лиза Алерт, которая ищет пропавшего человека, от которого как раз палец остался. Да, вот я написал. Местные искать лес. Героиня общается с любовным интересом, которым она, видимо, была влюблена в детстве, с их деревни, парень, который все это ищет, вдовец. Ну, у меня есть в мире персонажа. Героиня узнает, что в исчезновении людей нет ее отца Туна, который заболел. Потому что они стали исчезать, когда он заболел. Героиня начинает торопиться домой, но что-то ей мешает туда попасть. Это довольно интересно. Видите, я же говорю, у нее растет паранойя. Значит, должна расти паранойя. Ну, там автобусы не ходят, какая-то такая херня. Героиня добирается дома и узнает о смерти отца. Хорошо, горе, не ужасы. Героиня переживает смерть отца, но делает это неправильно, не как положено. Важный бит. Показывает вот это отношение к ней как к подростку. Героиня укладывает спать в доме с покойником, кто-то бдит с ним или еще нет, вот я не знаю, надо подумать, как лучше. Ночь 2. Героиня слышит шаги отца, но не падает на глаза, видит его ноги. Вот здесь вопрос. Я думаю, что вот такая будет деталь, что он прибрался, сложил ей конфетку сверху, которую она в детстве любила, до исчезновения. Ну, вот такая вот жуткая сцена, но здесь надо понять, как показать, что это именно отец, а не мать, если она не видит отца. Либо она его видит, но тогда это слишком навязчиво. Вот ее отец. Я думал, может быть, какие-то вот детали, типа ботинки она видит из-под одеяла. Может, она во двор вышла, вернулась, а там уже вот это вот все.
Может, вышла во двор, да, и увидела силуэт в окне через штору, но не силу матери. В общем, здесь можно интересно поиграться. Начать с шагов. Это ночь 2. День 3. Героиня осмысляет происшедшее ночью, вместо ужаса начинает говорить по-хорошему. Ну, помните, я говорил, да, по образу, как мать. У матери все живые. У матери живая речка, у матери живая сосенка, у матери живой труп. Ритуалы и обряды должно быть жутко, но мы все время боимся, что он встанет. Ну, это тоже такой к нашему карт-хоррору. Какая-то сцена с любовью, но интересно, что мы его полюбили, и была надежда, что они сойдутся с героиней. Вместо этого с героиней. Вместе делают какой-то ритуал над телом отца. Ну, почему нет? Он их была... Можно тоже жутенько сделать. Героиня радостно участвует в ритуалах, общается с отцом, может брат сеять сомнения, что он действительно их не ходил. Ну, понятно, да, логика. Радостно участвует, но, может быть, брат сеет сомнения. Ведь она не настоящий удмурт. Очередное расследование находит безымянный палец без кольца, или он интересно, а накануне, значит, он пропал, он убит, все плохо. Деревенские антагонисты хотят закопать отца героини, потому что он баламутит, но любовный интерес не дает, потому что любит героиню. Ну, понятно, да? Любовный интерес только отделяет отца от полной смерти, да? В обряд обмывания кто-то ворует вещи с мертвеца, пытается вместе с ниткой силу похитить, ну, это Николая Анисимова. Вот. Может, мать пришла просить девочку покойника, но это к исчезнувшей, которую Лиза Алерт искала. Отец приходит опять и пытается понять, что сообщить, как победить. Вот. То есть это у нас играет в кульминации. Героиня опять нарушает табу и спугивает отца, и происходит жесть, жуткой смертью погибает любовный интерес. После чего деревенские хоронят отца, героиня пытается помешать им, не дают, героиня делает то, чтобы вернуть отца, конфликт с матерью, которая догадалась, что делать героиня, осуждает, что она вмешалась в ход вещей. Ну и дальше адская ночь в доме, когда героиня вынуждена выбирать между братом и матерью, в итоге уходит в лес сама. Плюс конфликт с мамой. Это наказание всем за нарушение хода вещей. И конфликт с братом, она их всех погубила, потому что она не удмурт, да. Героиня уходит в лес, ее крадет антагонист, высшая точка страха. Героиня побеждает антагониста силой наименования «Я удмурт, это мой лес». Ну вот то, что я говорил. Наименовал, получил контроль. Героиня выходит из леса. Резолюция. Ну, то, что мы говорили в сюжете. Готовит брату кашу, он не знал. Вот. Ну, я вот сейчас посчитал, перед тем, как сесть вам записать лекцию, получилось около 40 битов. В принципе, это уже... ну, то есть, если каждый из этих битов реально сделать, если все они будут, то, скорее всего, это уже можно сказать, что готовый битшит. Но я буду еще думать. Здесь еще есть о чем подумать. Здесь много вопросов. И нужно на них всех ответить. Я думаю, что мы в воскресенье этим позанимаемся и ответим. И, возможно, я еще одну все-таки запишу, уже конкретно про битшит. Потому что здесь был, ну, чтобы вы посмотрели то, как задаются вопросы и как на них ищутся ответы. В основном я ищу их методом пробуем все и смотрим, что больше понравится. То есть записываем все варианты, потом выбираем один. А не пишем сразу, что нравится и как хочется. Вот. Спасибо за внимание.